Здравствуйте, любители и почитатели хорошего кино! В эфире программа «Кинозавод». Сегодняшний выпуск посвящен новостям кино Якутии. Вот уже не первый год проходит пасхальный фестиваль «Золотые купола», в программу которого включено интереснейшее направление «Доброе кино». По сложившейся традиции для участия приезжают к нам в Якутию известные люди театра и кино. Я думаю, вы помните приезд Ирины Алферовой, Оксаны Федоровой, Валерия Золотухина, ну и многих других. А нынешний фестиваль не стал исключением. В состав культурного десанта вошли Ольга Кабо, Нина Шацкая, Сергей Волков и Олег Охотниченко, Сергей Крюков и Рамиль Сабитов. Мне кажется, что вот этот фестиваль «Доброе кино», он вообще согрет каким-то солнечным светом и теплом сердец тех людей, которые организовывают фестиваль. Это и Сергей Немировский, и, конечно же, Владыка Роман, и вообще вот ваш необыкновенный город, ваш потрясающий край. Задача этого кинофестиваля через эмоциональные картины заставить зрителя задуматься о бытие, что такое действительно истинное счастье, что материальное это не главное, духовное главное, жизнь главная, любовь главная. Поэтому подбираются такие картины, отбираются такие национальные картины. Они достаточно серьезные, не все развлекательного характера. От некоторых плакать хочется. Но тем не менее человек выходит, он задумался, через эмоции начинает уже переоценивать себя, оценивать окружающих и так далее. В качестве почетного гостя прилетел известный российский и голливудский актер Александр Кузнецов. Кто не помнит фильмы с его участием: Джека Восьмеркина «Американца», «Разрушителя», «Бегущего по льду» и «Приморский бульвар». Я приехал сюда по приглашению кинофестиваля, второго епархиального кинофестиваля, который называется «Доброе кино». Меня пригласили. Я, как только узнал, что это доброе кино и что организует Владыка Роман, мне показалось, что это именно та энергия, которую я хочу сейчас получить. Потому что мне интересно доброе кино. Я считаю, что наши средства массовой информации на данный момент несут слишком много негативных эмоций и образов, и хочется доброго. Поэтому само название «Доброе кино» мне очень прельстило. В этом году епархиальный фестиваль «Доброе кино» расширил свою географию. В центре внимания фестиваля, конечно же, остаются работы из России и Якутии. Но кроме этого зрители познакомились с творчеством кинематографистов из Армении, Белоруссии и Украины. Радует и то, что фильмы разножанровые, документалистика, фэнтези, и даже были показаны мультфильмы для самых маленьких. Уже сейчас второй кинофестиваль проходит. К нам присоединился уже Саша Кузнецов и театральная труппа Рамиля Сабитова. И все на таком эмоциональном подъеме от того, что они могут реализоваться на этом кинофестивале именно как просветители, как меценаты, и могут силой своего таланта показать людям, что есть в жизни добро, красота, любовь и нравственные ценности, те, о которых мы говорили, чтобы люди разглядели их в себе, о всем добром, светлом, что есть у нас в жизни. И чтобы люди через искусство, через волшебную силу искусства, скажем так, люди могли бы увидеть это и приобщиться, и внутри в себе воспитывать эти добродетели и нравственные ценности. Помните пришвинские слова, далеко идущие мыслью? Культура чувства добра и есть выращивание духовного человека. Много ли надо, чтобы это было так? На этот вопрос я ответил очередной ежегодный фестиваль «Доброе кино». Фестиваль, который называется «Доброе кино», подарил нам эти чувства доброты, любви, осознания значимости друг друга. Самые лучшие чувства проявляются на этом фестивале. Я считаю, что это большое дело, это как глоток свежего воздуха.
Мероприятие мне очень понравилось. Это мероприятие проходит уже второй раз в нашем городе. Очень хороший состав артистов. И видно, что публике это очень нравится. Якутский фильм «Мой убийца» продолжает триумфальное шествие по кинофестивалям, собирая множество наград. Приз жюри режиссерского триумвирата «Цветы таежной надежды» за лучшую режиссерскую работу в российском дебютном фильме получает Костас Марсан за фильм «Мой убийца». Приз принимает режиссер картины Костас Марсан. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить прежде всего команду, которая работала над этим фильмом. Это их победа. И продюсера нашего Марианну Скрыбыкину. Спасибо вам большое. Ханты-Мансийск. Напоминаем, что буквально месяц назад фильм получил на международном фестивале дебютов «Дух огня» сразу 2 номинации – «Лучшая мужская роль» и «Лучшая режиссерская работа». Вслед за этим якутская картина приняла участие на российском онлайн-кинофестивале «Дубль-2». 8-й онлайн-фестиваль «Дубль-2» уже позади. За эти дни около 90 тысяч зрителей посмотрели 10 полнометражных, 6 короткометражных фильмов и 2 спектакля. Из зрительских симпатий за лучшую актерскую работу Вячеслав Лавернов. Роль Джулус, фильм «Мой убийца». Правильно? Да. Все так неожиданно случилось. Я вчера сидел в Якутске, в гараже, мне позвонили и сказали, что надо прилететь, фестиваль на закрытие. Вот, я хотел бы сказать спасибо Костасу Марсану, нашему режиссеру, и продюсеру Марьяне Скрыбыкиной, и всем организаторам фестиваля. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы прилетели. Уникальность этого фестиваля в том, что любой житель России может посмотреть фильмы-участники в онлайн-режиме через интернет и оставить свою рецензию. Далее фильм «Мой убийца» продолжил свое шествие по фестивалям и был отмечен специальным дипломом жюри на международном кинофестивале «Детектив Фест». Только вот так развернуть. Еще одной хорошей новостью уходящей недели стало то, что якутский детектив «Мой убийца» прошел отбор и попал в финал крупнейшего российского кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. На этом фестивале участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу. Впереди у создателей фильма «Мой убийца» кинокомпании «Ардайду» еще множество фестивалей. Пожелаем им удачи! Первый блин не вышел комом. За всю историю кино Якутии в прошлом году наша картина «Костер на ветру» приняла участие на международном Пусанском кинофестивале в Южной Корее. 먹었다. 마마 나라고 나오세요. 가자. 다음에 바로 이래야 될 때. 나와. 알고 있더래. 이반 세미오노 그리고 제작자 사르다나 사비나 입장하겠습니다. Now please welcome from the movie Bonfire the director Dmitry Davidov with the producer Sardana Savina. 다음은 영화 배드걸의 핀 에드퀴스트 감독 입장하겠습니다. He directed the movie Bad Girl. Please welcome Finn. Интерес к якутскому кинематографу у самого крупного кинофестиваля всей Азии большой. Специально ознакомиться с нашими фильмами и встретиться с кинематографистами приехал из Южной Кореи программный куратор Пусанского международного кинофестиваля господин Джин Пак. Мы с ним встретились в здании кинокомпании «Сахафильма», где он все эти дни просматривает и отбирает якутские фильмы для презентации на кинофестивале в этом году. Последние годы
как бы мировой киноиндустрии появилась информация о существовании якутского кино, говорит он. Некоторые фестивали уже отбирают ваши фильмы. И в прошлом году у нас на Пусанском фестивале впервые была возможность представить якутское кино под названием «Костер на ветру» режиссера Дмитрия Давыдова, которое имеет очень такой... Нам очень, во-первых, она сразу понравилась, потому что у фильма есть определенный потенциал. И нас это зацепило очень сильно. И у нас появился интерес к якутскому кино. Что за это регион, как они снимают, что за фильмы. Вот из этих соображений я вот в этот раз приехал, первый раз в Якутию, первый раз вообще в России, чтобы познакомиться с якутским кинематографом. У него уже, получается, появился свой взгляд на якутский кинематограф, да, и как он его видит. Ну, для себя я отметила два момента вообще, когда смотрела якутское кино. Первое, то, что якутское кино, к сожалению, пока еще неизвестно по всем мире, поэтому моя задача, чтобы при помощи Пусанского фестиваля дать возможность якутскому кино быть увиденным, да, первый момент. Потому что это такой неизвестный регион, неизвестное кино, оно очень сильно отличается от того, что снимается в большом мире. Да? И второй момент, независимое якутское кино, которое последние годы, вот он изучал материалы, статьи читал, который бурно развивается, тоже вызывает большой интерес, почему вот зрители ходят, смотрят свое кино, да? Почему вообще движение вот независимых киноартистов существует. И, конечно, его задача привлечь внимание к якутскому кино не только среди корейской аудитории, но и вообще как бы мирового киносообщества, потому что, на его взгляд, время настало, то есть различный потенциал, перспективе возможен, копродукция, там, продвижение и тому подобное. Кинофестиваль в Пусане признан важнейшей демонстрационной площадкой международной киноиндустрии кинопрофессионалами всего мира. Мы в прошлом году, когда отбирался этот фильм на Пусанский фестиваль «Костер на ветру», мы были очень сильно удивлены, потому что не верили до конца, что такой крупный фестиваль класса А отберет наш фильм на основную программу, но оказывается, это возможно, надо верить в себя, в свой потенциал. И когда официальное письмо пришло, конечно, мы были очень рады. Но этому предшествовала большая работа, потому что, чтобы понять, чтобы тебя приняли и отобрали, нужно сначала объяснить, кто ты, что за это регион, какая история киноразвития в этом регионе. Да? И вот в прошлом году у нас была возможность представить якутское кино в синематеке Сеула. В самом городе Сеуле есть такой специальный кинотеатр, который показывает, скажем, другое кино. Да? И они отобрали 5 полнометражных картин. Вот с тех пор как бы началось знакомство корейского зрителя с якутским кино. Mana ke malarare? Bütün yer olmadı. İkisi. Oğlu ceti tattırı. Bizim o dünya hırtta da kayık yiyecek oldu. Zaten miye tosu diyor. Baba cevabı bilin. Aslında kızlar var burada mı? Doktor dedim ben. Miyim tamamı yedim bakalım diye. Kayıkı. Para. Oğlum duymadım bilen de. Enkimi yiden daha bakıyorlar. Osko yere. Kıyıver. Onu bana vartın kalbitin. Soğukta kalmadım. Ben burayım bulmatak. Oğul da ayakta var. Geç yerinden alırım. $5 alırım. Diye kıyım varına. В 2006 году на Пусанском кинофестивале был открыт азиатский кинорынок, призванный пропагандировать кинобизнес во всех его аспектах и стать глобальным центром азиатского кино и мировой киноиндустрии. После успешного основания Азиатской киноакадемии и запуска фонда азиатского кино в 2007 году Пусанский кинофестиваль еще раз доказал, что он является центром развития азиатского кино. Будем надеяться на то, что благодаря этому кинофестивалю не только узнают о якутском кинематографе во всем мире, но это еще и даст ощутимый толчок в развитии кино Якутии. Мы с вами прямо сейчас идем на кастинг нового фильма. Для любителей жанра мистики ожидается новинка в этом году под рабочим названием «Ловец душ». Добавлю только то, что этот фильм основан на реальных событиях. Итак, зайдемте и посмотрим. Так, ну давайте, ребята, настройтесь. Тогда у вас голос Левитана объявляет о том, что сегодня, 22 июня 1941 года, фашистская Германия без объявления войны напала на нашу родину, Советский Союз. И начали.
какие роли нравится играть? На данный момент у нас ставится спектакль «Бабы», тоже военный спектакль на военную тематику. И я в нем играю одну из главных ролей, девочку по имени Ксюша Перегонцева. По сюжету спектакля ее родители повесили, а старосту, который выдал родителей немцам, его презирает вся деревня, в которой Ксюша оказалась благодаря бабушке, которая на нее наткнулась. Вообще, спектакль заканчивается не самым лучшим образом. В общем, да, это очень сложно. Какие постановки были? Какие роли приходилось играть? Первый раз, когда меня позвали играть со старшими выпускниками, это был спектакль «Апрель 45-го», и мне дали главную роль, одну из главных ролей. Это был очень тяжелый спектакль про детей, сбежавших из концлагеря, которые прятались в подвале и у которых возникали свои проблемы. Не хватало еды, не хватало лекарств, соответственно, все потеряли родителей. И заканчивается все тем, что один из главных героев погибает, а я так получилось, что я отправляю его на эту смерть, чтобы он защитил всех, кто оставался в этом подвале. А это, что за произведение-то? «Апрель 45-го». Чем вас так заинтересовал кастинг именно на фильм ужасов, фильм мистического жанра такого? Меня заинтересовало это, потому что это что-то таинственное, загадочное, неизведанное, мистическое. Почему там вот этот какой-то, допустим, дух там вот это вот пошел за ним? Почему именно за ним, а не за, допустим, Алешей? Острые ощущения испытывать в общем. А почему вы вообще пришли на кастинг? Почему вы захотели сниматься в кино? Не знаю, я с детства мечтал сниматься в кино, честно говоря. Потом я поступил на театралку, и как-то все наладилось, я даже не думал. Думал, артист, актер, какая разница. А меня это заинтересовало. Я хотел просто посмотреть себя в этом плане, смогу ли я это осилить или нет. С детства, когда спрашивали, кем ты хочешь стать, я всегда говорила актрисой. Именно не в театре, а в кино. Всегда хотела сниматься именно в кино. Я занимаюсь в театральной студии уже 5-й год, и вообще хочу стать актером. И тут проходит новость о том, что набираются дети на кастинг, и меня и несколько еще ребят приглашают на него. Естественно, такой шанс упускать нельзя. И нужно пробоваться себя вообще не только в театре, но и в кино тоже. А не смущает то, что фильм такой мистический ужас, да, это для девушки все-таки вы, может, хотели бы в каком-то драме, может, сняться или в комедии? Если честно, я наоборот не очень люблю такие романтические фильмы, и наоборот, фильмы ужасов и боевики, триллеры — это именно мой любимый жанр. Неважно, в каком фильме, какого жанра сниматься. Мне не важно, в каком фильме сниматься, главное, чтобы сниматься. Но ужасы, это, конечно, будет очень интересно, что там будет. Узнаю. И что ты ожидаешь, какой результат у тебя должен быть для себя, что ты хочешь почерпнуть после съемок для себя от всего этого процесса? Посмотрю, как я выгляжу со стороны на телевизоре, когда после съемок. Посмотрю на свои минусы, посмотрю на свои плюсы, подходит мне это, не подходит. Там видно будет. Еще в поисках профессии. Да. Угу. Якутский предприниматель Семен Шишигин решил воплотить мечту всей своей жизни и снять свой первый фильм. В небольшом балагане у музея имени Ярославского на кастинг собралось 58 желающих сняться в мистической картине. Наша съемочная группа посетила второй день кастинга, когда юные дарования из разных театральных кружков города перед камерой без никакого стеснения показывали свой актерский талант. Несомненно, от правильного подбора актеров зависит успех будущего фильма. В связи с кинобумом у нас в республике понятно, что все хотят снимать кино. Фильм я решил снять, может, давно уже собирался. Сам я, сразу скажу, не имею никакого профессионального образования. Я не заканчивал никакой театральный вуз, ни режиссерских курсов. Сам я предприниматель, у меня небольшой бизнес. И просто в жизни наступил период, кино всегда увлекался, но в жизни наступил период, когда я решил, что можно попробовать кино снять. Трезво оценил свои возможности и пришел к выводу, что почему бы и нет, можно действительно снять фильм. Идея этого фильма, у меня сразу параллельно несколько идей было. Я
разностороннее, увлечение у меня разностороннее. И когда перебирал наиболее подходящий сюжет для своего сценария, я вот выбрал именно жанр фильм ужасов. Этот жанр любим в нашей республике. Те фильмы, фильмы ужасов, которые снимались с нашими якутскими режиссерами, практически все я посмотрел. И решил, что могу снять что-то аналогичное, не хуже. Так немножко самонадеянно, конечно, но я, в принципе, уверен в своих силах. И считаю, что у нас, у моей команды должно это получиться. Сначала нашел Михаила Ефимова. Так, он у меня универсальный товарищ, он мне сейчас помогает со сценарием. Он у нас также будет композитор, художник, постановщик сцен, то есть человек разносторонне развитый. Затем мы сошлись и встретились, переговорили и нашли друг друга. Оператор — это Александр Свирин. На начальном этапе у нас только нас трое. Сейчас нам нужен будет режиссер, монтажер. Тоже мы рассматриваем варианты. Всех мы знаем, кто у нас мастера своего дела. Мы выйдем на контакт и, можем работать вместе. В принципе, я соскучился по кино. Я несколько лет не снимал, поэтому, когда Семен предложил поучаствовать, во-первых, это интересно. Это интересный сюжет, достаточно интересный. Предполагается переплетение культур, якутской культуры, российской, русской культуры, европейской. Поэтому должно быть интересно. Пожелаем начинающему кинематографисту собрать команду профессионалов и внести в копилку якутских фильмов ужасов еще одну достойную картину. Остросюжетная интрига следующего фильма нас перенесет на 542 миллиона лет назад, на стык двух геологических эпох. Итак, научно-популярный фильм «Якутия. Заря жизни». Имя Алексея Головкова, журналиста, участника многих палеонтологических экспедиций, известно не только в научных кругах, но и в документальном кино. Он приезжает к нам в республику уже 5-й раз. Но, несмотря на это, каждый раз его восхищает наследие минувших эпох. Дело в том, что в Пермско-Трясовом периоде те выходы, которые есть, морские отложения, выходы в Военно-Бататайском районе, в районе скал и так далее и тому подобное, они очень значимы для истории развития жизни на нашей Земле. Они там содержат своеобразную информацию. Дело в том, что в этом промежутке времени произошло самое глобальное вымирание в истории Земли. Вообще самое глобальное вымирание. Вымерло около 70% наземной жизни и около 95-97% морской жизни. То есть это катастрофа. Последние годы внимание мирового научного сообщества приковано к Якутии. Благодаря уникальным находкам палеонтологов и любителей. Это привлекает и меценатов. Начиналось это все с идеи, появилась желание, совместили и пригласил всех ученых, очень известных людей, объединил их всех в одно единое и решил сделать экспедицию. Это первый шаг к глобальному проекту по продвижению палеонтологии, как второго основного бренда Якутии. Как менялся климат Земли, кто обитал в разные периоды времени на территории современной Якутии, как одна эпоха сменялась другой, зрителям поведает новый научно-популярный фильм. В перспективе планируются съемки не только на территории республики, но и в других регионах России, объединив их единой историей органического мира. На этом наша программа завершается. Мы вам желаем смотреть только хорошее кино.